Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телеканале Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. 26 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, целью ознакомления с условиями жизни населения и открытия объектов различного назначения совершил рабочую поездку в города и районы Ражской долины. 26 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с условиями жизни населения и открытия объектов различного назначения совершил рабочую поездку в города и районы Ражской долины. Рабочая поездка главы государства началась с Таджикабадского района. В новом поселке сельского джамуата Лангаришох президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию новые жилые дома для граждан, пострадавших в результате землетрясения. Было сообщено, что здесь при поддержке и заботе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, для пострадавших семей выделены приусадебные участки, построены 14 четырехкомнатных домов для семей, чьи дома были полностью разрушены, и 22 двухкомнатных дома для частично пострадавших семей. В целом возведены 36 жилых домов, оснащенных предметами быта и необходимыми вещами. Жилые дома построены по современному проекту с использованием качественных строительных материалов и включают спальни, гостиную, кухню, ванную комнату и другие необходимые удобства. Напомним, что в результате землетрясения 13 апреля текущего года в 13 селах Таджикабадского района пострадал 471 объект. В том числе полностью разрушены 33 жилых дома, частично повреждены 164 дома, а также пострадали 3 образовательных учреждения, 2 фельдшерско-акушерских пункта, районная больница и другие вспомогательные объекты. Общий ущерб составил около 8 миллионов сомони. С первых часов регистрации стихийного бедствия в Таджикабадском и Ражском районах по поручению главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, для определения объема ущерба и устранения последствий была создана постоянно действующая комиссия из числа профильных министерств и ведомств. В первую очередь для доставки строительных материалов и продуктов питания была оказана помощь на сумму свыше 50 миллионов сомони от лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, жителям пострадавшего района Таджикабад. При поддержке правительства страны и участии соответствующих министерств и ведомств в течение 4 месяцев в селах Калай-Лаби-Об и Лангаришох были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома для 197 семей. В настоящее время новый поселок обеспечен необходимой инфраструктурой, включая питьевую воду, дороги, электричество, фельдшерско-акушерский пункт, спортивную площадку и другие необходимые объекты. Для обеспечения населения питьевой водой проведена водопроводная линия протяженностью 11 километров, заасфальтировано 2500 метров дорог внутри села, а улицы оснащены освещением. В связи с тем, что значительная часть сел района расположена в зонах повышенной сейсмической опасности, глава государства поручил ответственным лицам впредь строить жилые дома и другие социальные объекты с соблюдением архитектурных и строительных норм, а также с использованием качественных материалов, чтобы они были устойчивыми к стихийным бедствиям. Здесь же президент страны ознакомился с проектами новых объектов, которые будут построены в ближайшее время. Согласно плану, по поручениям главы государства, в новом поселке Лангаришох будут возведены общеобразовательная школа на 600 учеников с обучением в 2 смены, дошкольное учреждение на 100 детей и другие социально-бытовые объекты. После ознакомления с условиями новых жилых домов и теплой беседы с жителями президент страны также в режиме онлайн ввел в эксплуатацию 5 новых объектов, включая здание средней общеобразовательной школы номер 44 в селе Сафедмун, фельдшерско-акушерский пункт, водопроводную линию для 557 хозяйств, учреждение первичной медико-санитарной помощи и дополнительный корпус Центра развития детей. 26 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Рахмон, в продолжении рабочей поездки в Ражскую долину прибыл с Таджикабадского района в Ражский район. 26 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в продолжении рабочей поездки в Ражскую долину прибыл из Таджикабадского района в Ражский район. Во временном аэродроме главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, торжественно встретили представители местных властей, жителей и представителей различных профессий района. Рабочая поездка лидера нации в Ражском районе началась с вручения ключей от жилых домов жителям, пострадавшим от землетрясения в Махале
Махалей Навбуньот сельского джамаата Хиджбурак. Как было сообщено, землетрясение 13 апреля 2025 года нанесло значительный материальный ущерб жителям сел Аскалон и Хиджбурак. Стихийное бедствие привело к полному разрушению 34 жилых домов, частичному повреждению 116 домов и 59 вспомогательных строений. По прямому поручению главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, была создана оперативная рабочая группа, организованы работы по ликвидации последствий землетрясения, переселению жителей в безопасное место, обеспечению их временным жильем, предметами быта, продуктами питания и строительству новых жилых домов. В кратчайшие сроки, благодаря гуманной политике лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, для обеспечения жильем жителей, пострадавших от землетрясения, в одном из удобных и живописных мест сельского джамаата Хиджбурак был построен новый жилой поселок, напоминающий небольшой городок. Новый поселок построен на площади 4,5 гектара, состоит из 4 улиц и 38 жилых домов. Дома возведены на участках площадью 8 соток по современному красивому проекту, включая 4 жилые комнаты, кухню и другие вспомогательные помещения и полностью укомплектованы необходимыми предметами быта. Для обеспечения микрорайона необходимой инфраструктуры дома подключены к чистой питьевой и поливной воде для использования приусадебных участков. Проведено электричество, обеспечен высокоскоростной интернет, домашний телефон, более чем 350 внутренних и внешних каналов. Заасфальтированы местные автомобильные дороги протяженностью около 2 километров. Выполнены работы по озеленению местности. Наряду с этим в поселке построены дошкольное образовательное учреждение, медицинский пункт и спортивная площадка. Пострадавшие от стихийного бедствия жители, которые сегодня при непосредственном участии лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, получили новые жилые дома, выразили свою особую любовь и искреннюю благодарность главе государства. Во время вручения ключей от новых жилых домов глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил архитектурный проект зданий, качество строительных работ и созданные условия для проживания, подчеркнув, что обеспечение спокойной и благополучной жизни граждан является приоритетом политики правительства Республики Таджикистан. В Ражском районе главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождал председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизуда и руководители соответствующих министерств и ведомств. 26 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Рахмон, в Махалей Навбуньот, селение Хиджбурак Ражского района, ввел в эксплуатацию дошкольно-образовательное учреждение «Зарангак». 26 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Махале Навбуньот, селение Хиджбурак Ражского района, ввел в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение «Зарангак». Было сообщено, что новое дошкольное учреждение построено жилого массива для жителей, пострадавших от землетрясения. Здесь в первую очередь будут обучаться дети из данной местности на начальном этапе образования. Новое здание образовательной сферы построено по современному дизайну согласно интересу детей и рассчитана на 50 воспитанников. Во время ознакомления с созданными условиями лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что дошкольное образование является одним из важнейших этапов развития человека, поскольку оно не только готовит ребенка к школе, но и играет ключевую роль в формировании социальных и интеллектуальных навыков, а также в обучении нормам общения. В этот период ребенок обладает высоким потенциалом к обучению, и воспитательная среда оказывает глубокое влияние на его развитие. Поэтому качественное дошкольное образование является одним из приоритетных направлений социальной и образовательной политики государства. Здание детского сада «Зарангак» оснащено 2 комнатами для практических занятий, спальней, столовой и другими вспомогательными помещениями, обеспечено всем необходимым оборудованием. Территория учреждения также оборудована спортивной игровой площадкой, способствующей физическому развитию детей и проведению учебных занятий. Подчеркнуто, что правительство Республики Таджикистан с первых дней независимости придает особое значение дошкольному образованию и последовательно создает благоприятные условия во всех регионах страны.
Указания и поручения лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, показывают, что от центра до самых отдаленных селений каждый населенный должен быть обеспечен детскими садами, чтобы ни один ребенок не были лишены этой возможности. Учитывая эту задачу, глава государства поручил ответственным лицам и работникам сферы образования продолжать строительство подобных дошкольных учреждений в других отдаленных селениях и предпринимать конкретные меры для воспитания подрастающего поколения в надлежащих условиях и духе патриотизма и самосознания. В завершении рабочей поездки в Ражский район глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел теплую и короткую беседу с жителями нового микрорайона и активистами района, подчеркнув, что правительство страны всегда принимает необходимые меры для достойного образования подрастающего поколения, обеспечения достойной жизни и создания благоприятных условий для работы и быта населения. Жители района также выразили благодарность и отметили, что с высокой ответственностью и преданностью поддерживают мудрую политику лидера нации, прилагая усилия ради процветания Родины, развития различных сфер и воспитания детей в духе патриотизма и самосознания. 26 августа рабочая поездка президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Рахмона, в Ражскую долину после посещения Таджикобадского и Ражских районов продолжилась в Нурабадском районе. 26 августа рабочая поездка президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Ражскую долину после посещения Таджикобадского и Ражского районов продолжилась в Нурабадском районе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после теплого приема руководства района и жителей сначала ознакомился с проектом автомобильного моста. Объект по своему проекту и конструкции будет крупнейшим автомобильным мостом в масштабе республики. Его длина составит 90-20 метров, а ширина 15 метров. Реализация проекта рассчитана на 2 года и будет не только служить средством соединения двух берегов реки Сурхоп, но и имеет ключевое значение для широкого использования промышленного и туристического потенциала, что способствует развитию национальной экономики. Инициатива и новый проект лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, строительство крупнейшего автомобильного моста в Ражской долине является устойчивым шагом по реализации одной из стратегических целей страны – выходу из коммуникационного тупика. Строительство моста осуществляется в рамках 3-го этапа проекта Обигар-Нурубод и соответствует международным стандартам дорожного строительства. Для технического и экономического обоснования проекта и изучения образца строительства моста привлечены отечественные и зарубежные инженеры. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал инженерам и дорожным строителям рекомендации по своевременному выполнению работ, использованию высококачественных строительных материалов и внесению вклада в превращение Таджикистана в транзитную страну и заложил камень, фундамент строительства крупнейшего автомобильного моста. В рамках этой поездки президент страны также дистанционно ввел в эксплуатацию 75 километров отремонтированных местных дорог в джамаатах города Рогун и Нурабадского района. Эти дороги были восстановлены и обновлены в рамках проекта маршрута Обигаром-Нурубод и соединяют джамааты Муджихарф, Мехробод, Сафед-Чашма и Оби-Мехнад Нурабадского района и джамаат Обигаром города Рогун с основной трассой. Хорошее состояние этих дорог создает условия для улучшения жизни около 100 тысяч жителей сельских населенных пунктов города Рогуна и Нурабадского района, так как доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и доставке сельскохозяйственных продукций на рынке столицы напрямую зависит от состояния дорог. Эта инициатива, реализованная на основе заботы лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, о благополучии населения, вызвала радость и гордость жителей этих селений. 26 августа председатель Маджлиса Милли Маджлис-e-Oli Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, с официальным визитом отбыл в Астану, Республику Казахстан. В этой поездке председателя Маджлиса Милли Маджлис-e-Oli Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, сопровождают первый заместитель председателя Маджлиса Милли Маджлис-e-Oli Республики Таджикистан, председатели комитетов Маджлиса Милли Маджлис-e-Oli Республики Таджикистан и другие официальные лица. Сегодня председатель Маджлиса Милли Маджлис-e-Oli Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, с официальным визитом прибыл в город Астану, Республики Казахстан. В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева, председателя Маджлиса Милли Маджлис-e-Oli Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, тепло встретили председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев и другие официальные представители.
Сегодня в рамках официального визита в Астану председатель Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в знак уважения к истории и единству народа Казахстана возложил венок к мемориалу «Защитники Отечества». В церемонии возложения венка председателя Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, сопровождали заместитель председателя Сената парламента Республики Казахстан, заместитель акима города Астаны и другие официальные лица. Мы продолжаем программу. 26 августа в рамках официального визита в Республику Казахстан председатель Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, провел встречу с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. В ходе встречи руководителей верхних палат парламентов и переговоров в расширенном составе с участием парламентских делегаций Таджикистана и Казахстана были рассмотрены текущие состояния и перспективы двусторонних отношений, межпарламентские связи, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Председатель Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, выразил благодарность председателю Сената парламента Республики Казахстан за приглашение совершить официальный визит и подчеркнул заинтересованность таджикской стороны в высоком уровне дружбы и всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Стороны выразили удовлетворение положительной динамикой стратегических и союзнических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан и высоко оценили значимый вклад глав двух государств, уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Касым-Жомарта Токаева, в укрепление этого процесса. Отмечено историческое значение подписания договора о союзнических отношениях между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, который открыл новую страницу в истории сотрудничества двух стран. На встрече межпарламентские связи были названы одним из ключевых направлений комплекса отношений между двумя государствами. Маджлис Милли и Сенат парламента выстроили взаимовыгодное сотрудничество на постоянной и качественно высокой основе, играя все более важную роль в укреплении доверительных отношений между государствами. Было выражено удовлетворение устойчивым развитием двусторонних связей стран в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и военно-технической сферах. Стороны подчеркнули внимание к постоянному расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Приоритетными направлениями экономического взаимодействия Таджикистана и Казахстана были названы отрасли горнодобывающей, легкой, пищевой и химической промышленности, цветной металлургии, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и связи. Цифровизация экономика была названа одним из перспективных направлений сотрудничества между двумя государствами. Отмечено, что Таджикистан и Казахстан эффективно взаимодействуют в обсуждении вопросов водных и климатических проблем, а также рационального использования водных ресурсов региона. Далее стороны уделили особое внимание вопросам развития и расширения культурно-гуманитарных связей, в частности, в области образования, науки и культуры. Проведение Дней культуры и организация совместных научно-практических и культурных мероприятий были признаны важными. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Стороны поддержали продолжение конструктивного сотрудничества двух государств в направлении укрепления границ и совместного противодействия транснациональным угрозам и вызовам. С 1 сентября в Душанбе вступают в силу новые меры, направленные на улучшение системы общественного транспорта. В условиях растущего числа пассажиров и потребности в более эффективных перевозках власти столицы приняли решение увеличить общее количество пассажирских транспортных средств на 20%. Эти изменения призваны не только повысить качество услуг, но и обеспечить безопасность и удобство для всех жителей и гостей города. В течение всех лет независимости инфраструктура транспортного сектора стала одной из основных и определяющих основ экономического развития. Развитие транспортной отрасли, в свою очередь, способствует внутренней и внешней торговле, является основным фактором развития экономических, торговых и международных транзитных отношений страны. С целью улучшения деятельности в области комплексного автомобильного пассажирского транспорта в рамках соответствующих решений председателя города Душанбе вопросы обслуживания в сфере пассажирских перевозок и регулирования деятельности общественного транспорта, а также частного транспорта находятся под контролем руководства органов власти. В городе Душанбе услуги по перевозке пассажиров предоставляются 4 коммунальными государственными предприятиями, а также 17 частными транспортными компаниями и таксомоторными службами. Для жителей и гостей столицы организованы услуги общественного автотранспорта по 86 маршрутам, из которых 31 автобусный, 9 троллейбусный и 46 микроавтобусный.
С целью совершенствования услуг общественного транспорта с 1 сентября текущего года общее количество пассажирских транспортных средств в городе Душанбе увеличится на 20%. Напоминаем, что в настоящее время в республике всего функционирует 902 автобусных маршрута, включая 179 городских, 536 пригородных, 156 межгородских и 31 международный маршрут. Более 16,5 тысяч пассажирских транспортных средств задействованы в предоставлении услуг и функционирует также 41 терминал для пассажирских перевозок. В первой половине текущего года через все виды транспорта Таджикистана было перевезено более 511 миллионов пассажиров, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует также отметить, что система электронного платежа за проезд, ее контроль в пассажирском автомобиле общего пользования города Душанбе внедряются на основе механизма государственного и частного партнерства. Оплата проезда на автобусных и троллейбусных маршрутах полностью осуществляется через электронную систему. Работа над вторым этапом проекта по внедрению данной системы на микроавтобусных маршрутах уже началась. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь на нашем канале. Приятных новостей и до встречи.